Здравствуйте! Вы смотрите «Актуальное интервью» в студии Валерия Наумова. В прошедшее лето в Якутии произошли самые колоссальные в мире пожары. От огненной стихии пострадал признанный шедевром всемирного наследия ЮНЕСКО национальный парк федерального значения Ленские столбы. Как будет восстанавливаться национальное достояние, поговорим об этом и не только с гостем студии, директором парка Аркадием Семеновым. Аркадий Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, сколько пожаров произошло в национальном парке Ленские столбы в этом году? Ну, этот год у нас рекордный по числу пожаров, как и, наверное, во всей республике. С начала пожароопасного сезона у нас было зарегистрировано 11 природных пожаров. Первый пожар мы зарегистрировали 9 июня, и вплоть до 23 августа весь коллектив и нацпарка, все мобилизованные, привлеченные и сотрудники авиалесохраны из 5 субъектов Российской Федерации, которые были привлечены, они вели борьбу, и мы 23-го ликвидировали последний пожар на территории нацпарка. А расскажите, кто принимал участие в ликвидации огня, из каких субъектов это были сотрудники авиалесоохраны и как тушили пожары? Мы при помощи Министерства природных ресурсов, экологии и Рослесхоза в этом году привлекли парашютных десантников пожарной службы федерального и регионального значения авиалесохраны с 5 субъектов Российской Федерации. Так нам впервые из числа самых первых прибыли это региональные спасатели авиалесохраны, это с Республики Тыва 25 человек. Позже подъехали 23 человека с Хабаровска, дальневосточная спасательная служба авиалесохраны, тоже региональная. Потом подъехали у нас федеральная служба, уже федеральная ФБУ авиалесохраны, это Йошкар-Олы, Приволжский округ, Читы, и также с Читы у нас была группа региональная служба, да, пожарных десантников пожарной службы и Уральской авиабазы. И в общей сложности на тушение пожаров в этом году у нас участвовало из всех 5 субъектов 159 человек парашютно-десантных спасательной службы, парашютистов десантников пожарной службы и 2 летчика-наблюдателя, один с Хабаровска и один с Урала. В том числе весь личный состав госинспекторов национального парка принимал участие, это 35 сотрудников госинспекторов, в том числе мобилизованные с близлежащих наследников, это порядка 64 человек, и представители добровольных формирований, это сводный отряд Минприроды России принимал участие, и добровольцы с нашего добровольческого штаба. А расскажите, какая социальная поддержка Министерством природных ресурсов оказывается для тех, кто принимал участие в тушении? Ну, во всяком случае, мы со своей стороны и со стороны ФБУ авиалесохраны направили в адрес министерства список тех сотрудников, которые наиболее отличились в тушении пожаров, к каким-то ведомственным наградам. Что касается сотрудников мобилизованных и добровольцев, те, которые участвовали в тушении пожаров, всем им, и личный состав в том числе, всем им будет произведена выплата в виде заработной платы, в виде премии, да. Ну и вот в этом году к нам обратился благотворительный фонд «Красивые дети в красивом мире». Вот мы им тоже благодарны. Они обратились к нам с просьбой, чем мы можем вам помочь. И на самом деле мы, конечно, в первую очередь в связи с теми затратами, которые несет парк, министерство на тушение этих пожаров, а сумма достаточно огромная, мы, конечно, хотели в первую очередь как-то какую-то сумму, чтобы они его возместили. Но они сказали, мы можем только в другом направлении, предложили нам санаторно-курортное лечение для наших сотрудников. Сегодня мы уже подписали договора. 12 сотрудников нашего учреждения, это госинспектора, старшие госинспектора, простые инспектора, они поедут вот в сентябрь, конец сентября, вот, да, и октябрь месяц 2 партиями поедут в санаторий отдыхать, поправить свое здоровье. Я думаю, это будет
одна из таких хороших как бы наград, которые могут сегодня получить ребята, которые все лето на протяжении 2,5 месяцев работали на тушении пожаров. А можете рассказать, что это за санаторный курорт? Это, по-моему, у нас Белокуриха и Сочи. А расскажите, как организовано патрулирование зеленых гектаров и можно ли было показать возгорания на самом раннем этапе их возникновения? Вот поймите, у нас территория нашего парка составляет 1 миллион 217 тысяч гектар. Это огромная территория. Я не говорю, что у нас не хватает инспекторов. У нас все хорошо. Инспекторы, у каждого инспектора есть своя территория, которую он контролирует. И именно благодаря инспекторам мы в начале пожароопасного сезона мы обнаружили все пожары, первый, второй, третий и предыдущие мы обнаружили сами. Это не посредством ИСДМ Рослесхоза космического мониторинга или летчиков-наблюдателей, а именно инспектора обнаружили большинство пожаров возгораний сами. И в этом, конечно, это их работа, они это должны выполнять. И на самом деле первые пожары мы тушили своими силами. Я убежден, и мои слова подтвердят все, абсолютно все, кто знает, что такое борьба с пожарами, чтобы в любом случае нужно пожарами бороться в первые часы, в первые дни. Любой пожар легче задавить, как говорят, да, или затушить, это в первые сутки. Если мы этого не сделаем, то он уже получается нерегулированный и сложно контролируемый природный очаг. Нам первые пожары удалось это сделать, но в связи с тем, что уже в тот момент, хотя мы и имели договора и с Якутсклесресурсом, и с Якутской лесресурсом, ГАО Якутсклесресурс и Якутской авиабазой по охране лесов, на тот момент в республике уже достаточно много было пожаров, и, конечно, все силы и средства были задействованы на других иных пожарах. Мы на первых 4 пожарах очень, честно скажем, выдохлись, и поэтому запросили поддержку с министерства тем самым, что вот здорово помогли, направили сотрудников других авиабаз, и тем самым мы уже, конечно, начали тушить уже конкретно. Но сложности в тушении пожаров, особенность тушения пожаров и самое сложное на территории нацпарка, это обуславливается тем, что мы не можем использовать там технику. Это непроходимые ручьи, болота, это склоны, это возвышенности, которых не любая техника там пройдет. Поэтому все пожары, весь объем работы, который проводился на тушении пожаров с первого дня и заканчивая последним днем, все проводилось вручную. Это выполнен колоссальный объем работы, за что я благодарен абсолютно всем, кто принимал участие в тушении пожаров. И, наверное, только благодаря ихнему вот огромному труду мы не дали развиться пожарам до такой степени, которой это могло бы быть еще хуже. А какие были причины первых возгораний? Причина всех 11 пожаров – это сухие груды. Не секрет, и все научное сообщество знает, и мы можем подтвердить, и минэкология в том числе у нас. У нас на территории нацпарка, под территорией, ну, скажем так, на территории нацпарка есть залежи железной руды, которые как магнит притягивают сухие груды. Этот шлейф идет, начиная с Алданской территории, он проходит через весь Хангаласский район, и этим и обуславливается, что каждый год у нас какие-то возгорания происходят. Поэтому мы вот уже на протяжении нескольких лет на всех уровнях говорим, что нам необходимо провести или установить громоотводные вышки, хотя бы как в рамках пилотного проекта. Я уверен, что вот эти вот громоотводные вышки, они очень здорово помогут и сократят количество природных пожаров от сухих груз. А что способствовало быстрому возгоранию и распространению пожара? Может быть, это сухостой? Вот такого засушливого лета, как в этом году, ну, не только я не помню, но старожилы не помнят у нас в республике. Это факт. И, наверное, вот та подстилка, которая годами копилась, а у нас есть места, где пожаров вообще не было никогда. Вот в тех местах у нас в этом году, в южной части нацпарка, у нас в этом году загорелось, там на протяжении 25 более лет пожаров не было. И там постилка, представляете, 25 лет, 30 лет это все копилось. Там полуметровая постилка, которая сегодня представляет пороховую бочку.
ну вот в этом, если пожароопасность он представлял. У нас особенность региона в том, что все опавшие листва, ветки, они лежат и копятся, не гниют, как в других регионах, в центральной части России. В других регионах, где более влажный климат, через 2 года вся опавшая листва она сгнивает, и поэтому там нет такой большой постилки, которая сегодня является таким серьезным препятствием для тушения пожаров. И даже вот те дожди, которые были в течение всего лета, которые были вызваны самолетом-зондировщиком, да, кратковременные дожди, они не спасали ситуацию, они не тушили пожары, они немного их придавливали и тем самым как бы давали нам возможность для передышки. Но во всяком случае только вот осенние пожары, которые шли там 2-3 дня, они действительно нам помогли и затушили вот последний пожар. Но на будущее, наверное, чтобы такой засухи не было, нам всем надо, и правительству, и парламенту республики, и Министерству экологии, совсем сесть и разработать хороший комплекс превентивных мероприятий, которые на сегодняшний день мы разработали в рамках весеннего паводка. Сегодня весенний паводок проходит в республике очень хорошо. Мы контролируем и уровень воды, и зачернение производим. То же самое необходимо, я считаю, что нужно сделать это и по предупреждению перед пожароопасным сезоном. Это и искусственные дожди вызывать, и проводить по наслегам вот эти вот минполосы, да, обновлять ежегодно. Тогда, наверное, будет намного лучше. А какой ущерб нанесли пожары лесам национального парка? Территория, общая площадь, которая сегодня была пройдена огнем, это 25 692 гектара. А ущерб, который был нанесен парку, это порядка 14 миллионов 200 тысяч. 14 миллионов 200 тысяч рублей. Но это еще, мы посчитали, есть несколько методик расчета ущерба. В связи с тем, что у нас это природный пожар, это от сухих гроз, мы посчитали эти ущербы, не увеличивая в 50-кратном размере объемы потери древесины. Если бы у нас были бы конкретные виновные, то сумма ущерба, представьте, было бы больше в 50 раз. Спасибо вам большое, Аркадий Анатольевич. Благодарю вас за эту беседу. Ну а я напомню, что вы смотрели актуальное интервью, в котором сегодня мы разговаривали с директором национального парка «Ленские столбы» Аркадием Семеновым.